и букву, которая звучит как «и». Правильно! Фатиме Ахмадовой всего 4 года. Она уже пережила операцию по удалению опухоли головного мозга. Однако во многих клиниках мира ребенка отказывались принимать, ссылаясь на то, что ничем помочь не могут. Но материнское сердце верило в чудо, рассказывает мама Фатимы Ахмадовой. После томографии у девочки появилась положительная динамика. Мы с ней 1,5 года пролечились, прошли лучетерапии, мы прошли 33 дня и 17 блоков химии прошел ребенок. Вот, и в конце как бы выкарабкался. Он на МРТ нам показала, что вот 3 МРТ подряд нам показал, что как бы без динамики. Ну, не то, что я вперед меняемый врач плакал, конечно, но я и сама как бы не ожидала. Но они как говорят, что с такой болезнью как бы нельзя сказать, что все ушло. Просто такая болезнь, что в любой момент он может появляться, вот заново может восстановиться. Но как бы будем смотреть и наблюдать. В ближайшие 5 лет Фатима Ахмадова должна пройти курс реабилитации в московской клинике. Однако денег на это у многодетной семьи нет. На помощь пришел региональный общественный фонд. Те, которые вот нуждаются вот в этом действительно вот по-настоящему, они, наверное, понимают, что вот насколько это помощь, благодарность ему вот за все. Спасибо им большое, дай Аллах здоровья детям, и его матери, и его детям. Финансовую помощь сегодня представители фонда оказали и семье Килоевых. Годовалая Аиша нуждается в срочной госпитализации. Диагноз девочки – гидронефроз почек. Все о фонде обратиться в больнице, которую я отцет, а эмайн сирамзан, сир ахчтун дайтин цун лечение. Да, маршал да везде. В ближайшие дни Аиша отправится в клинику имени Герцена, так же, как и Фатима Ахмадова. Сейчас она набирается сил перед дорогой. Динара Мурадова, Магомед Сулейманов, Ибрагим Налаев. Новости.